Но в отношении Владимира Петровича Ларионова, конечно, можно очень много сказать. По сути говоря, в течение 30 лет жизни мы жили на одной лестничной площадке и почти что каждый день общались. А впервые я о Владимире Петровиче услышал в далеком 1968 или 69 году. Он тогда был молодым ученым, ему 30 лет было только. И его избрали председателем Объединенного местного комитета Якутского филиала Академии наук. А я был в то время членом президиума обкома профсоюза, так она называлась, обком профсоюза, этого народное просвещение, научное учреждение, который ведал, командовал над нами. И вот тогда впервые мы с ним увиделись, даже не познакомились, увиделись в тот далекий период. И вот тогда впервые действительно он поднял очень интересный вопрос о подготовке кадров, специалистов по технике. В то время у нас промышленности еще не было, никакой технической подготовки особо не было, кроме в Институте изготовления работал тогда Николай Сергеевич Иванов. Он как раз был инициатором создания Института всех проблем Севера. Он там работал руководителем отдела теплофизики. А так как теплофизика это всегда связано с физикой и техникой, то, естественно, он подготовил целое такое направление исследований. Второй, так сказать, источник – это молодые научные работники, которые под руководством первого выпускника из Якутии, я имею в виду, первого выпускника Высшего технического училища имени Баумана, Петра Гавриловича Яковлева, организовали группу изучения материалов, холодостойкости материалов. И эта группа работала как раз, самое интересное, в здании Института сельского хозяйства Якутского университета Павлика Морозова, который мы все знаем. А дело в том, что Петр Гаврилович читал курс сопромата в университете. А так как курс сопромата это был очень важный курс, это он впервые начал, то им дали целую, можно считать территорию, аудиторию и кабинет в институте сельского хозяйства, как говорится, аудитория и кабинет, видимо, руководителя. Очень перспективная работа по изучению, будем говорить, холодостойкости материалов и их устойчивости по отношению к холоду. Эти работы были очень успешные, и вопрос о подготовке технических кадров уже встал на повестку, потому что в Якутии начала очень сильно развиваться горнодобывающая промышленность. Это и знаменитая алмазная компания Якуталмаз. Это и в Южной Якутии работали строительством части БАМа, Байкало-Амурской магистрали, так называемой. И эти работы требовали
использования техники. Нужны были технические кадры. И вот он, молодой председатель местного комитета Владимир Петрович, это Явсан, Якутского филиала, поднял очень интересный вопрос подготовки технических кадров. Так что он был здесь, наверное, пионером, то есть человеком, проложившим первые шаги. Вот. Я хотел бы сказать, что они здесь работали очень успешно, потому что было место, было время, были молодые, была энергия. Удивительная вещь, что особенно большими из молодых ученых, особенно успешными были Владимир Петрович и Руслан Спиридонович Григорьев. Он тоже был. Но он окончил институт транспорта автомобильный, но как раз автомобили тогда начали делать большегрузные. И там как раз требовалась очень большая работа по технике. Я хотел бы отметить там две вещи. Николай Васильевич Черский, хотя непосредственно тогда не руководил, а руководил через Петра Гавриловича Яковлева, он все равно с ним общался и поставил, как говорится, задачу. Но он молодых, успешных ребят называл головастиками. Головастика – это не от слова того, что молодой лягушонок, а головастик от того, что они головастые, умные. И вот эти головастики как раз в 1962-1963 году подняли два очень важных вопроса. Один вопрос это поднял Владимир Петрович. Это уже через год после начала работ в Якутии вышел он на институт электросварки имени Платона на Украину. И всю оставшуюся жизнь работал вместе с ними. Он мог обойтись и тем, что багаж имел по сварке очень интересный в Бауманском училище. Они там тоже выдающиеся были, академики и так далее. Но в институте электросварки были проложены совершенно новые пути. Вы, наверное, слышали, что, вообще-то говоря, Платон отец, был еще отец, он был мостостроителем, но в годы войны он придумал, можно считать, изобрел способ электросварки, это танков, башен, танковые башни сварить. Не так, как раньше заклепками делать, а такие цельные, очень мощные такой, в том числе о знаменитом, мы все теперь знаем, танки. А после войны вообще основное направление было как раз электросварка для нужд народного хозяйства, для развивающейся промышленности. Первый такой большой успех головастика Ларионова, это был как раз выход на институт Платона. А второй такой выход, выдающийся тоже, сделал Руслан Спиридонович Григорьев. Он вышел с интересной идеей, и эту идею они опубликовали вместе с самим Николаем Васильевичем Черским в газете «Известия». И это был очень интересный выход, потому что он дал
основу потом выхода на отрасль. Не просто там какие-то отдельные работы, а именно выйти на отрасль, создать технику Севера. Вот тогда-то и началась, по сути, общая идея, очень поддержанная прежде всего Николаем Васильевичем Черским и особенно основателем нашего сибирского отделения академиком Лаврентьевым. Это было очень интересное направление, которое называлось техника Севера. Вот это я хотел просто подчеркнуть, что в очень молодом возрасте наши молодые тогда ребята вышли, как тогда говорили головастики, вышли с очень интересными идеями, которые имели большое народно-хозяйственное значение не только для Якутии, не только для Сибири, а для всего Советского Союза. Вот. С Владимиром Петровичем более судьбы оказались, жили на одной лестничной площадке и, по сути, постоянно общались. Когда мы я когда переехал в институт биологии и начал работать в якутском филиале, мы очень тесно общались через работу нашей партийной организации. С конца 1977 года я был секретарем парткома якутского филиала, и поэтому поневоле приходилось заниматься всеми вопросами, может быть, даже сказать, нужными и ненужными, по вопросам организации научных работ. Мы с Владимиром Петровичем в один день стали членом-корреспондентами Академии наук СССР. Это случилось в 1990 году. И как член Академии, как молодой, он стал, кстати говоря, очень активно работать в Совете молодых ученых при ЦК комсомола. Тогда возглавлял этот совет молодых ученых академик Евгений Павлович Велихов. Тогда тоже молодой, он всего на 2 года старше нашего Владимира Петровича, 1936 года. И вот он к тому времени стал одновременно директором института, знаменитого института атомной энергетики после кого же? Наверное, после как раз академика Александрова. Вот. Есть что вспомнить, и мне кажется, что Владимир Петрович был, кроме всего прочего, очень душевным, очень таким физически здоровым, спортивным и очень хорошо подготовлен в области не только техники, но и гуманитарным вопросам. Он очень хорошо знал русскую и якутскую литературу. Якутскую литературу особенно хорошо, потому что знатоков среди технарей якутской литературы, якутской культуры все-таки маловато, до сих пор маловато. А вот Владимир Петрович был как раз из тех, кто любил якутскую литературу, знал и очень здорово умел применять в жизни. Вот. Но я думаю, что вот мы сейчас отмечаем 85-летний юбилей Владимира Петровича. Думаю, что вот эти этапы его работы, я бы сказал, научной молодости Владимира Петровича, когда он уже себя проявил не только как
ученый, но и как выдающийся организатор, потому что он с самого начала открытия Института физтехпроблем Севера стал заместителем директора и, собственно говоря, очень долго тянул на себе все такие практические и кадровые вопросы. А они не такие простые, потому что нужно было пригласить, убедить, приехать сюда крупных специалистов из Москвы, вообще из Советского Союза вообще. И надо было им находить и квартиры, надо было их обустроить. Это нам удобно, мы сами можем терпеть какие угодно условия, а для приезжих-то это было довольно трудное дело. И он здорово помогал. Я считаю, что Владимир Петрович уже тогда, в молодые годы, проявил себя как выдающийся ученый, выдающийся организатор науки и очень заботливый по отношению к своим подчиненным, своим сотрудникам, руководителям.